Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня 19 января 2023 года. Мы приветствуем вас на канале Демократической платформы Туркменистана. Сегодняшняя тема выпуска – начав войну против Украины, чего добился Путин. Чтобы вот эту тему рассмотреть, сначала давайте для себя решим, что такое такие понятия, как ватник и путиноид. Вы знаете, что у нас есть совместное прошлое с Российской Федерацией. Это Советский Союз. И в Туркменистане, как и в других централизиатских странах, проживает много людей, которые мечтают об этом Советском Союзе, которые видят хорошее, то, что было в Советском Союзе. Да, было хорошее, но и плохое было. Но на протяжении последних 32 лет диктаторы, которые заменили и выстроили свою систему диктаторскую, заменив советскую систему, они только ухудшили ситуацию сегодняшнюю национальности Центральной Азии. Поэтому люди сравнивают то, что было хорошо, с тем, что сейчас есть. То есть, другими словами, то, что сейчас есть, ничего хорошего нет. Поэтому появляются такие выражения, как ватник. Ватник, если более проще объяснить, это слово, когда человек смотрит в телевизор, как в Советском Союзе, и впитывает все в себя, как губка, и мнение вот этого ведущего, да, российского пропагандиста у него откладывается и получается вот эти вот клещи, то есть всякие скрепы, всякие алгоритмы, и потом у него мозг выключается. Он полностью, значит, манипулируется этой пропагандой. Путиноид тоже есть люди, которые за Путина, Путин, весь мир спас, Путин, если не Путин, то никто и так далее, и так далее. То есть из Путина российская пропаганда превратила в альфа-самца. Поэтому и в центральноазиатских странах любят вождетизм, вождей, и они считают, что нам нужен Путин. Это очень опасный, ошибочный путь. Такие, как Путин, появляются, они приводят к катастрофе всегда. Посмотрите Туркменбаши. Он привел к катастрофе. Посмотрите этого Аркадага. Он тоже хочет вождем стать, но он приводит к катастрофе. Путин привел свою страну к катастрофе. Вернемся к нашей теме. Итак, почему Путин начал войну в Украине? Вот несколько заявлений геополитика Путина и его оправдание начала войны против Украины. Денацификация, демилитаризация. В Украине есть неонацисты и американские биолаборатории. Заговор Запада с целью вторжения в Россию. Вот из-за этого мы начали войну. Украина хочет приобрести ядерное оружие. Угроза расширения НАТО. Под Харьковом будут стоять ракеты, которые достанут до Москвы. Ракеты НАТО. 8 лет бомбили Донбасс. Много детей убили. Мы идем защищать русских. Это основные аргументы. Есть, конечно, и другие аргументы. То есть вот эти аргументы российская пропаганда вдалбливала как алгоритм в сознание людей Российской Федерации и тех людей, которые сидели как на подсосе на этих каналах российских пропагандистских. И вот они на протяжении более 10 лет этим занимались. Итак, рассмотрим каждый аргумент по одному. Денацификация и демилитаризация. Я вам хочу показать выступление Путина о начале войны, чтобы вы знали, с чего это начиналось. То есть по какой причине Путин официально объявил и начал войну. Давайте посмотрим. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Уважаемые зрители, вот вернемся к выступлению Путина. Вот 3 вещи он четко сказал. Денацификация, демилитаризация
Мы привлечем к ответственности людей, которые убивают, ужасно убивают людей. И третье – это мы не хотим захватывать территорию России. Давайте вернемся к этим его аргументам. Я покажу вам следующее видео. Чем на самом деле занимается Путин в Украине. То есть на протяжении более 11 месяцев у него повестка, то есть мотив войны в Украине, как он называет специальная операция, менялась много раз. Как я вам уже и говорил, вот много аргументов. Итак, кого он спасает и кого он хочет привлечь к ответственности за то, что бомбят мирные города. Давайте посмотрим. Следующее видео. Новогодние праздники в Украине начались с трагедии, когда мирные жители в Києві погибли 31 декабря от ударів російських ракет. Перший день Нового року у центрі столиці починається із розгрібання завалів. Це готелю, який вчора влучив уламок російської ракети, фактично вирвало частину дому на 6 поверхів. К сожалению, окончание праздничных дней обернулось еще большим горем. Небо, ракета, взрыв, обвал целого подъезда и крики людей под завалами, от которых реально стыла кровь. Что вы сделали с моим сыном? Негодяи, я вас проклинаю до 7-го поколения. Будьте вы собаки всю жизнь прокляты. При этом всем нужно сразу отметить, что массовое убийство мирных жителей не стало какой-то случайностью или следствием ошибки. Россия целенаправленно собиралась убивать невинных людей, о чем прямо писала во время пуска подконтрольных Кремлю телеграм-каналах. Более 80 ракет в небе над Украиной. Ждем результатов, так как далеко не факт, что целями будут исключительно объекты инфраструктуры. Все услышали? Не только по объектам инфраструктуры, то есть продуманное и спланированное убийство ради запугивания, как это уже было в Одессе в свое время. 8 людей загинули, серед них 3-місячне маля. Весь мир просто перед глазами, он вчера просто умер, он был убит российской ракетой. Плакал от счастья, когда у нас родилась доченька. И просто сейчас, мне очень сложно осознавать то, что моей доченьки уже больше нет. И как же, глядя на пожарище и трупы ни в чем невинных людей, хочется напомнить всем, с чего начиналась так называемая спецоперация, когда придворные халуи, расталкивая друг друга, визжали об освобождении и спасении мирных жителей. Не случайно эта военная операция называется «Спасение». А потом они освободили тот же Мариуполь, Волноваху, Северодонецк, Рубежное и Попасную не только от домов или объектов инфраструктуры, а и, собственно, от жителей. Человек. Вот, человек, все. И вот так вот очень много могил неизвестных людей. Мариуполь. Но этого России, видимо, показалось мало. И там, куда не может дойти распиаренной пропагандой чмоня. Российская армия сегодня самая современная в мире, с лучшим оружием, боевым опытом и под четким командованием. Наши вежливые люди лучше всех подготовлены, лучше всех одеты. У них все есть для ведения боевых действий. Убивать, освобождать мирных жителей приходится ракетами под одобрительное улюлюканье упоротых ура-патриотов. Отметили прекрасным фейерверком, таким вот, как положено. Приятно, не буду скрывать, приятно, но гораздо приятнее было бы увидеть разнесенный в хлам какой-нибудь Днепровский мост. Посмотрите на фотографии Мариуполя, вот что будет с Харьковом. Да, будет. И с Днепропетровском это будет, и с Киевом это будет. Запахло жареной. То есть, где неонацисты, где фашисты? Разрушает города. Он говорит, тот, кто разрушает города, мы привлечем к ответственности, мы, захватим их. Он сам это делает. Про захват территорий. Он забрал у Украины территорию Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. Официально он объявил это территориями России. Теперь в истории России, в школах, везде будут говорить, как это территория России. Запорожская область исчезла.
Херсонская область исчезла с территории России, обратно возвратилась. То есть все его аргументы разбиваются элементарным образом. Я бы хотел следующий аргумент его показать, если вы мне разрешите. Это связано с тем, что вот что было в Днепре. Потому что это особый случай. С такой жестокостью бомбить гражданские дома, это гражданские объекты, это геноцид народа. Поэтому это война, это не специальная операция. Или это специальная операция по уничтожению одного народа. Поэтому мы должны это понять. Я более детально почему объясняю, чтобы наш народ туркменский, те, которые смотрят российские каналы, открыли глаза и поняли, что происходит. Никто не имеет права вводить войска в другую страну для того, чтобы какие-то там правила менять. Первое. Второе. Никто не имеет права вводить войска в другую страну из-за того, что они могут на нас напасть. То есть тогда, получается, и Китай имеет свои граждан на территории там, приграничных районов, и там тоже нарушается, убивают людей, и с китайцами не очень-то добро обращаются. То есть Китай должен входить туда и наводить порядок тогда. То есть есть очень много элементарных аргументов, которые развивают все вот эти вот высказывания господина Путина. Давайте Днепр отдельно посмотрим, потому что в Днепре вот трагедия, которая произошла, она очень страшная была. Вы никогда не задумывались, почему? Пардон. Я хотел другое видео показать, но давайте мы перейдем к другому видео. Вот в Днепре то, что произошло, это была бомбежка людей. И вот вы видели женщина, которая плакала, это ее сын погиб. Там более 40 человек погибло в этой бомбежке. Путин оставляет города, после которых это как вот военные во Второй мировой войне. Ни одного здания, ни одного объекта живого не остается. Все надо заново строить. Он так оставляет города после. То есть спецоперация подразумевает собой, вот как если вы помните, Барак Обама уничтожил Бен Ладена. Пролетели на вертолете, зашли адресно, точечно в помещение, забрали Бен Ладена и уехали. Все точно. То есть это специальная операция. А вот эти вот войну называть спецоперацией, это такая ложь, что это не дает хорошее лицо президенту России. Итак, вот они говорят, в Харькове разместят ракеты. Эти ракеты до Москвы быстрее долетят. Давайте посмотрим и этот аргумент. Я вам покажу несколько карт. Обратите внимание. Вот эта карта. Здесь расстояние между Финляндией, то есть, и Москвой. Он боялся расширения НАТО, но своими действиями он сделал так, что НАТО начал расширяться. То есть Финляндия и Швеция испугались неадекватного соседа и ускоренно, раньше не хотели они входить в НАТО, ускоренно вошли в НАТО, чтобы защитить свои территории. И теперь посмотрите, расстояние между Финляндией, границей Финляндии и Москвой 905 километров. Теперь посмотрим расстояние между Харьковом и Москвой. То есть он боится, что вот в Харькове установят ракеты и будут бомбить Москву. 746 километров. То есть меньше, чем от Финляндии. Но посмотрим другую карту. Это Литва. Расстояние от границы Литвы до Москвы 673 километра. То есть в 1990 году Литва, Эстония, Латвия приобрели свою независимость. И они, оттуда НАТО может очень быстро поставить свои ракеты, которые по протяженности гораздо меньше, чем от Запорожья. 673 километра, и там, если не ошибаюсь, 746 километров. То есть 50 километров меньше, то есть время подлета намного меньше. То есть
Эта угроза существует с 90-го года. От того, что в Запорожье поставят ракету, она не снимается, потому что с территории Литвы можно еще быстрее до Москвы ракета долететь. То есть этот аргумент разбивается. Поэтому НАТО расширяется, он сам создал угрозу безопасности своего региона, а именно восточноевропейской части, и специально спровоцировал эти страны немедленно войти в НАТО. И они вошли, чтобы себя защитить. Следующий аргумент. Если вы знаете, в 1945 году закончилась Вторая Отечественная война или Вторая мировая война. После этой войны выстроилась архитектура безопасности, то есть провели собрания в Берлине и решили, какие страны как будут контролироваться, какие страны какую безопасность обеспечивают, и регионально их поделили. К Советскому Союзу отошел Варшавский договор, то есть вот эти все страны: Чехословакия, Югославия, Болгария, Венгрия и так далее, Прибалтика полностью и так далее. Но, к сожалению, в 1991 году Советский Союз распался, эти страны получили независимость, они были раньше до Советского Союза независимыми, и каждая страна пошла своей дорогой. То есть архитектура безопасности в 1991 году разрушилась, которая существовала, я не знаю, около 50 лет. То есть выстраивается новая архитектура безопасности, которая не устраивает геополитика Путина. Путин смотрит на весь Советский Союз как его территории, колонии, законно приобретенные царской армией. Поэтому он ни одну страну не отдаст, и отсюда у него имперские свои амбиции возникают. Поэтому сегодня он борется в Украине не против НАТО, не против Запада, не за биолаборатории, денацификация, демилитаризация, такого нет. Он захватывает территории, он хочет привести к границам 1905 года, которые были. То есть Центральная Азия, Украина, Белоруссия, все это захватить, Грузия, Кавказ и держать. То есть геополитика. Посмотрим дальше. Вот у них есть аргумент, вот если бы мы не напали, то они бы на нас напали. Ну, это вообще смешной аргумент. Я даже вам специально покажу видео, вы посмейтесь над этим вместе со мной, потому что он ни в какие рамки не входит. То есть ты пошел к соседу убивать его только потому, что он хотел прийти тебя убить. Этот сосед мирно жил, и вот ты так вот думаешь, и из-за этого ты пошел его, начал убивать. Его детей, его семью и так далее. Поэтому это, маразм диктаторский такой степени, что они всех нас держат за идиотов. То есть на протяжении 30 лет мы развились, мы начали получать информацию со всех мест и развиваться, а диктаторы замкнулись, не развивались и думают по старинке, как в 80-х годах, в 70-х годах. Поэтому они отстают от реального мира. У них в голове каша какая-то непонятная. Вот я вам покажу видео, которое является мемом. Над ним весь мир смеется, весь бывший Советский Союз. Главный актер Лукашенко, который с картой ездил во все места, показывал, что вот если бы Россия не напала бы, то и на Белоруссию, и на Россию НАТО напало бы. Какой-то вот непонятный вот каламбур. Давайте посмотрим и получим удовольствие. Больше люди понимают. Не мы на них нападали, не мы превентивно весны начали стрелять, когда еще не сами. А я сейчас вам покажу. Нападение готовилось на Беларусь. Превентивный удар нанесен ВСУ. И мы развязали эту войну. Превентивный удар за 6 часов. Сидели в вертолете, и нам хорошо. Это наши существа идут до границы наши войска. Если бы не мы, не было войны, не было войны. Если бы не мы, не было войны, не было войны. Если бы не мы, не было войны.
Москву на границе стоя, войска несут. Я вам говорю, посмотри, посмотри, это наши позиции, это мои. Посмотри, посмотри, что творится теперь. Ситуация, ты поверь, значит, Владимир, послушай меня. Основная мысль, нужно войны. Если были мы, не было войны, не было войны, не было войны. Если были мы, Ну и так далее. В общем, что я хочу сказать, что на самом деле без аргументов, без никаких аргументов, аргументы, которые начали 24 февраля 2022 года, Путин, который использовал, они менялись раз 10. Сейчас уже нету никаких аргументов. Только из-за этого весь мир встал против агрессии Путина, объявил санкции, и Россия, благодаря Путину, осталась одна. Поэтому Путин агрессор. Путин втащил Россию в агрессивную войну. Путин восстанавливает Советский Союз. Путин, он контрразведчик, он думает своими категориями. С Путиным нету будущего ни у России, ни у Центральной Азии, ни у бывших советских республик. Путин должен уйти с политической арены. Это дело российского народа. Это не дело других людей. Но сегодня, так как он вышел за рамки России, это уже дело международного сообщества. Вот эти вещи я хотел вам рассказать, уважаемые наши граждане, и объяснить, что на самом деле Путин начал войну против Украины, чтобы захватить эту страну для расширения и возрождения опять Российской империи. Вот есть еще один аргумент, который Путин всегда рассказывает, это 8 лет бомбили Донбасс, там люди умирали, дети умирали и так далее, и так далее. Давайте рассмотрим этот аргумент тоже. Я вам покажу документы официальные с интернета, которые я отыскал, и в этих документах прекрасно видно, что, обратите внимание, гражданские жертвы войны в Донбассе за последние 8 лет. Потому что основной аргумент россиян и Путина, вот на Донбассе людей убивали. Из-за этого мы терпели, начали воевать. Обратите внимание. Вот синие – это погибшие, а голубоватые – это раненые. В 2014 году гражданское население погибло 2082 человека, когда Путин через свои боевиков залез в Украину. Погибло, то есть ранено было 4000 человек. В 2015 году 954 человека гражданских было убито и 2000 ранено. 2016 год 112 человек было убито и 476 гражданских было ранено. 2017 год 117 было убито и 487 было ранено. 2018 год 55 человек было убито и 224 ранено. 2019 год 25 было убито и 130 было ранено. Это источник управления Верховного комиссариата по правам человека ООН. То есть они проводили там исследования. И они эти цифры дали. То есть аргумент о том, что вот из-за того, что на Донбассе они убивают, мы смотрели на это и вошли в Украину налаживать порядок, убивать неонацистов, там, националистов и так далее. Тоже разбивается. То есть, если бы войны не было бы, это бы сократилось и вообще перестали бы убивать друг друга. Этот аргумент тоже разбивается. Где эти неофашисты, фашисты, неонационалисты в Украине? Где американские солдаты, которых поймали? Где там какие-то американские спецназ, которые работают, что они борются против всего мира? Нет. А то, что вооружением помогает Украине, которая не успела встать на ноги, и какая-то российская агрессия пришла уничтожать Украину, это вполне нормально. Есть Будапештский меморандум. В 1900, я не могу точно сказать, в каком году, но этот Будапештский меморандум подписали такие страны, как Америка, Англия,
Россия, и из-за этого в этих странах, эти страны гарантируют безопасность Украины. И поэтому они начали давать оружие, были инициаторами гарантий Украины. Потому что в ответ Украина убрала все свои ядерные боеголовки, ядерное оружие и стала мирной страной. Когда распался Советский Союз, у них было ядерное оружие. Если бы сейчас было бы ядерное оружие, уже Москвы не было. Ядерная война была между Россией и Украиной. Россия почему напала на Украину? Потому что она превосходила во всем. И она напала. И она за 3 дня, за 7 дней хотела захватить Украину. Но из-за того, что страны, которые гарантировали Украине ее безопасность, они выполнили свои обязательства. Кроме этого, их поддержало мировое сообщество, потому что очень много гражданских людей начало умирать. Бомбежки идут гражданских объектов. Там война идет настоящая. Вот это я специально рассказываю, чтобы наш народ в Туркменистане понимал. Путин террорист, агрессор. Он убивает гражданское население. Он стреляет ракетами. Украина, если стреляет, она стреляет ракетами по военным объектам, по складам, вооружениям Российской Федерации, но не по гражданскому населению. Да, может быть, там промахнуться из 10 один раз, но не специально, не сосредоточенно по гражданским объектам она не бьет. Она держит правила войны. К сожалению, Путин не держит. Вот это я бы хотел вам рассказать, уважаемые туркменистанцы. Позиция ДВТ, позиция демократической платформы. Мы поддерживаем Украину. Украинский народ, пострадавший народ от этой агрессии. Если Путин победит на Украине, он пойдет дальше. Казахстан, Центральная Азия, все заберет. И тогда эта война придет к нам в дом. У нас будет. Поверьте, наши диктаторы ничего не смогут сделать. Они беззащитные. Они живут как в колонии Путина. Сегодня у нас нету независимости. У нас нету независимости ни от Путина, у нас нету независимости ни от диктатора. Наши страны оккупированы и диктаторами, и над ними стоит Путин. Поэтому я вас призываю всегда бороться за свою свободу, где бы вы ни жили. Туркменистан должен обрести свою настоящую независимость и свободу. В заключение я хотел бы вам поставить видео, поставить видео российского политика и видеоблогера, директора фонда «Городские проекты», бывший депутат муниципального собрания Московского района Щукина от партии «Яблоко» Максима Каца. Он аргументированно объяснил, почему Путин напал на Украину. Лучше я сказать не могу, поэтому я поставлю это видео, вы посмотрите это видео, и я думаю, на этом мы нашу видеопередачу закончим. В те самые лихие 90-е у нас так развился IT-сектор. Вроде бандиты же всякие бегали, рэкет, все дела. А потому что конкретные ребята с бритыми головами хорошо понимали, как крышевать ларек или автозавод. Когда же они приходили в Яндекс, Рамблер, Апорт, то им ничего не оставалось, кроме как потоптаться на пороге и уйти восвоясь. Потому что сидят там какие-то очкарики в растянутых свитерах, без конца смотрят в мониторы, курят и пьют кофе. Что здесь крышевать? Как тут появляются деньги? Переломать ноги – дело, конечно, хорошее в их понимании. Но отжимать-то здесь что? Где тут товар меняют на деньги? Именно поэтому большие страны сегодня не воюют. Именно это придает войне Путина такую степень бессмысленности. У войны в 21 веке не может быть победы. Не может быть трофеев, способных ее окупить. Могут быть только потери. Все, что ты захватил физически, тут же обращается в прах. Именно поэтому безумные поступки Путина в рамках этой войны, бессмысленные кровавые акты, которые только приближают его поражение, но глобально они ничего не меняют. Потому что агрессор в нынешней войне победить не может. Дело не в нем. Дело в том, что победы для него не существует.
Это же какой-то все невероятный пиздец эпических масштабов, на который весь мир смотрит в шоке. Хренов реконструктор, которому бы с картонным мечом в Ланнистеров со Старками играть, затянул в свое воображение целую страну. Что ты, блядь, несешь? Какого хрена ты делаешь? Какие, блядь, новые территории? Ты вообще в каком году живешь? И что думаешь захватить? Руины? Ну, захватил. Пока. Пока не вышибли тебя, дурака, даже с них. А дальше что? Светлейший ты, князь полухерсонский и недозапорожский. Ты зачем в дом ракеты стрелял, мудила? Мало руин тебе? Так съезди в Архангельск. Там жилой фонд из сталинских бараков скоро рухнет на жильцов безо всяких бомбежек. Думаешь о божественном вмешательстве? О том, что сейчас тебе дадут холодную зиму и Трампа на троне? Не гневи Бога, моль ты канцелярская. Тебе все дали. И киевский набор для строительства самой лучшей страны на свете. Бабло, спокойствие, внешнее и внутреннее. Никому столько не давали. А ты взял из набора доски и пошел бить соседа по голове. Если Бог существует, то он сидит в таком ахпе, что не может поверить своим глазам. Что из таких конфет, которые сыпались тебе с неба во все места, можно было сотворить такое. Какие храмы? Император ты хренов. Императоры жили во времена императоров, а ты сраное ничтожество, которое решило, что схватило судьбу за яйца, и ему все сойдет с рук. При Петре Первом ты, мудила, разносящий все, что он строил прямо на глазах, пошел бы уже пешком в Сибирь. Землю он одной рукой захватывает, а другой власть уголовникам отдает. Всякое в нашей стране на троне сидело, но такое самозабвенное мудило, ей-богу, впервые. До завтра. Уважаемые туркменистанцы, конечно, эмоционально выступление Максима, оно действует на человека, но он очень правильно расставил акценты, очень правильно сказал, очень правильно дал резюме. Сегодня захватить какую-то страну, разрушить ее, восстанавливать ее и держать ее невыгодно никому. Сегодня мир меняется, мир изменяется с большой скоростью. Поэтому только развивать свою страну, новые технологии, повышать социальные условия своего государства, развивать страну так, чтобы логистика, инфраструктура, все развивалось и было легче и комфортно жить для людей. Тогда будет мощная экономика, тогда будут сильные люди, грамотные люди, они будут создавать, и страна будет созидать. Это верный путь. На этом я заканчиваю свое выступление. Я хотел вкратце рассказать, что происходит сегодня с Российской Федерацией, что происходит в Украине, какую агрессию ведет Путин, какая агрессия. Эта агрессия не имеет никакого смысла, никакой цели. Это было просто бандитский захват. Поэтому я надеюсь, что так называемые наши люди, которые смотрят российское телевидение, одумаются и наконец-то начнут реально осознавать: Путин террорист. Путин устроил геноцид целому народу. Он никакой не отец наш, никакой не защитник наших интересов, наших скрепов и так далее. Это обычный бандит. Обычный вор-жулик, который сделал пропаганду, так закрутил, уничтожил всех конкурентов и создал культ своей личности Альфонса. Конечно, он отличается от культа Туркменбаши или так называемого Аркадага. Этот человек создал другой культ. Без него ничего не решается. Он создал такое мнение в народе, что нет Путина, нет России. Но это смешно. В России есть очень много здравых, грамотных, сильных людей, которые могут Россию поднять с колена очень быстро. То, что Путин превратил Россию за 20 лет, ни один император, ни один руководитель Российской Федерации этого не делал. Надо не стоять и не ждать этих вождей. Надо каждому быть активными. И сейчас всем должно управлять общество. В обществе есть люди, которые выйдут вперед, которые более мужественные, более добросовестные, более честные, более морально устойчивые, которые создадут свою команду и вместе командой будет работать.
на благо народа. Мы в ДВТ так работаем. У нас нет вождизма. Поэтому я надеюсь, что это видео поможет нашим туркменистанцам разобраться в ситуации. До свидания, до новых встреч.